Сыктывдинском районе построят новую газовую котельную. Об этом стало известно во время прямой линии в Госсовете Коми. Она была посвящена вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Министр строительства и ЖКХ Коми, общественники, депутаты и представители профильных ведомств в течение часа отвечали на звонки жителей региона. Всего их поступило 6. Первой дозвонилась жительница Печепашни. Женщина отметила, что 1 кубометр воды для них на 6 рублей дороже, чем в самом Выльгарте. Пожаловалась она и на слабое отопление в доме, и некорректную работу котельной. Игорь Кузьмичев отметил, что в МинЖКХ прорабатывают вопрос модернизации имеющихся котельных и строительства новой. Ведется проработка, так скажем, цены вопроса, сроков реализации этих инвестпроектов. Как минимум 2 больших контрагента это дело прорабатывают. Сейчас озвучивать не буду. Но работа здесь ведется. И, само собой, подразумевается новая блочно-модульная газовая котельная, максимально приближенная к потребителям. Там, если не ошибаюсь, почти по 2 километра сети получится сокращать. Планируем, что в этом году мы выполним в 2022-м подготовительный этап, в 2023-м выйдем на строительство блочно-модульной котельной. По-прежнему много вопросов у жителей республики и к работе управляющих организаций. Жительницу Сосногорска, к примеру, возмутила стоимость услуг по содержанию общедомового имущества. По ее словам, жильцы дома тратят 8 тысяч рублей на уборку подъезда, но результатов не видно. А женщина из Сыктывкара посетовала на высокие тарифы за вывоз мусора, хотя возле ее дома даже контейнеров никаких нет. Звонок поступил из Емвы. У жительницы этого города в доме протекает крыша. Однако управляющая компания, жилинспекция и прокуратура, с ее слов, бездействуют. По всем озвученным на прямой линии вопросам специалисты пообещали разобраться и направить развернутые письменные ответы. В основном они касаются именно то, что вот сейчас, в течение часа, в основном это работа управляющих компаний, да, наверное, 80% вопросов. Да. Понятно, что есть куда работать. Я надеюсь, что наши коллеги с ГЖИ, по крайней мере, те моменты, где сейчас были сигналы, отработают, да. Мы со своей стороны по котельным отработаем, да, поэтому, основная масса, да, это как раз управляющие компании. По словам Игоря Кузьмичева, Коми – один из самых открытых регионов в плане работы с людьми. И прямая линия тому доказательство, как наиболее эффективный метод решения реальных проблем и получения обратной связи.